Да, ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы сегодня с моим другом Джамлейлом, кстати, познакомьтесь, его Ассаламу зовут алейкум. Джамлейл, решили выехать в горы, в наши прекрасные горы. И с целью, короче, сегодняшней вылазки, да, Правильно. является разведка, как бы. Джамлейл, несколько слов туда-сюда сделай. Так, туда поедем, наверное, скорее всего, в Нихлойские горы, посмотрим водопады, сделаем, как ты сказал, разведку, скорее всего. Вот так вот. В Всё. дальнейшем планируется более детальная разборка, съемка и прочее. Иншаллах. Сейчас мы проезжаем Чечен-Аул. Это первый равнинный населенный пункт Чеченской Республики. Чечен-Аул. Запомните, ребята, будете знать. И доехали до перекрестка. В ту сторону Грозный, прямо Пятигорск. Нам надо в ту сторону, это уже Шатой. Джамле, несколько слов. Просто закупимся немного, возьмем в дорогу продуктов, воду обязательно. Ага. И дальше в путь. Вот этот супермаркет находится по дороге в Шатой. Так, фрукты брать будем? Фрукты. Я не хочу, если честно. Хотя бы бананы возьмем. Аргунские есть у вас? Так, аргунский не что и. Сосиски есть, аргунский. А, вот все. Аргунский. Все, отлично. Кейцалуа. Закупились. Все? Мне интересно, знаешь что? В кадре будет такая же красота, как сейчас вот нам она видится. Ну, я тебе так скажу, камера, конечно, не передает вот как есть Да, красоту, 100% просто, да, не приблизительно что-то прочувствует, да, зрители? Какая-то доля да будет, да. Да. Это уже Шатойский район. И не знаю, видно вам или нет, вон там, короче, вот очень красивый пейзаж. Это просто как на картине. Да, Джамле, согласен со мной? Абсолютно. У меня эмоции бывают чересчур слишком. Зашкаливает, Да. Поэтому оставим все без комментариев. Пусть люди сами делают комментарии, да? Да, уважаемые подписчики, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам такие места. Посмотреть, здесь, видимо, оползень был Да. не так давно. Да. Как вам такие места? Напишите обязательно в комментариях. И если вы не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Это очень большая поддержка.
а если мы его там дальше достанем, как раз сюнгар интервью, что куза вы что мы нас. Ой. Ну и сам масанца за. Аллаху Акбар, вы просто посмотрите. Я здесь сальто сделаю. Отойди, Я да? сейчас. Подожди. Смотри. Вот здесь сделаю прям. Так, давай. Давай, Жемла, здесь запустим дрон. Давай. Ребят, вы сейчас увидите вот это место с высоты птичьего полета. А вот это уже улица Лёмы Эштиева. Ты посмотри на эту красоту, брат. Аллаху Акбар. Вот здесь видишь. Это, да? Видно? Прямо вниз сними. Прямо вот. Вид снизу. Это просто бомбовый вид. Аллаху Акбар. Вот это да. Давай я сейчас прыгну отсюда. Надо глубину проверить сначала. Не, я хочу вот так. Вот и валу говорил. Мечта. Ногами. Давай ты попробуй. Валикум ассалам. Мило лето. Вот здесь карта, и здесь указан место, где мы находимся сейчас. Тут водопады. Короче, на карте все увидите наглядно. Вот Грозный и Аргун. И есть еще вот этот информационный стенд. Посмотрите. Вот так вы спускаетесь к водопадам. Там был какой-то прайс, вход 100 рублей. Где это? Там у входа. Да? Там, походу. Очень много народу там. Угу. Уже. Мы прокладываем новые тропы. Да. Уф, Посмотри. прикинь. А мы могли как нормальные люди вот так спуститься, да? Ну, ленивые люди. Значит так, эта территория, это зона для отдыха, она
включает в себя, получается, беседки со столами и стульями внутри. Давай я Отдельная... так покажу их. Давай, конечно, наглядно надо показать обязательно. Потом также есть для мангала территория. Также для намаза, для омовения все условия, в принципе, они есть. Также все беседки, они под нумерацией. Короче, для семьи, чтобы с семьей отдохнуть, Да, это просто идеальное место, да? Конечно. Нет, также надо добавить, что это как бы не те беседки, где можно ночевать, но тем не менее здесь на весь световой день провести время вполне возможно. Ну, если вы придете сюда с палаткой, то вообще без проблем можно. И с куртками обязательно. Потому что в горах бывает очень холодно ночью. Да. Прохладно это мягко сказано. Холодно бывает. Не, на данный момент сейчас днем получается не сильно как бы солнечная погода, но тем не менее здесь очень влажно, очень высокая влажность. Да, я тоже это заметил. Очень влажно. Вот на камни, когда наступаешь, подскользнуться можно и упасть. Так что вот, будьте осторожны. Вот у входа на вот эти водопады сидит вот человек позади нас. И по 100 рублей мы купили у него вот эти ленточки. Тут 100 рублей, по-моему, да? Да. И мы можем сейчас поснимать вот эти водопады. Да, братан? Красота. Не споткнись. Красотище. Давай вон туда поднимемся. Для желающих спуститься к рекам, вот таким видом, можно спуститься вот с таких мостиков и пошагать в любом направлении, котором вы хотите. Вода очень хорошей такой температуры, да, не теплая, не холодная, как раз в эту погоду самый раз вода. Ну, если тут искупаться, то будет холодно, конечно. На сегодняшний день, да. Да. У нас большая просьба тем, кто сюда едет, пожалуйста, не мусорите, пожалуйста. Будьте людьми. Спускавшиеся вниз ребята сказали, что наверху еще красивее. Сейчас проверим. Давай. Вон туда. Обязательно. Можно же, да? Давай тогда. Да. По неизведанным тропам? Да. По неизведанным тропам.
Жамой, давай повтори, пожалуйста. Ну что, будем нарушать? Ну. Прикинь? Но вы такое не повторяйте. Да, не повторяйте. Это опасно. Камера подъем не чувствует, а ноги, да? А? Да, и дыхалка тоже. Мы с Джамлейлом вот на такую поляну вышли. Посмотрите. Иди сюда. Вон там виднеется мечеть. Угу. Минарет, да? Ага. Машаллах. Вот именно сюда можно будет прийти, да, следующий раз. С палаткой и с мясом для шашлыка. Обязательно, обязательно. Именно вот это место. Вот наша сегодняшняя разведка. Мы запишем, как разведка удалась, да? А, Жамле? Когда братья вместе, шайтаны плачут. И мы удалите, вырезать его. Декацер. Чойер просто. Астагфируллах. Аллаху акбар. Пришлось приостановить съемку с дрона. Мы чуть не попали в ЧП. И, короче, на большой высоте мы чуть не столкнулись с еще одним дроном. Представьте, что было бы, если бы мы столкнулись. Внизу же люди. Так, в санаторно-туристическом комплексе Нихолоевские водопады для отдыхающих есть вот такие домики. Домики включают в себя все условия, соответственно, внутри. Также есть столики, беседки в прилегающей территории. Отдельно, в отдельной части есть и виповская территория, то есть вип-домики с более улучшенными, получается, условиями, с более улучшенными условиями. И прилегающая территория там, ну, виды имеет конкретные, я бы сказал. Также есть ресторан, и сразу при входе есть администрация. Все вопросы, все остальное, обращаться к ним. Угу. Вот такое прекрасное место. Маленькая информация для желающих посетить комплекс. Я вам сейчас зачитаю. Парковка до моста 200 рублей, парковка на территории 500 рублей. Посещение водопадов 100 рублей, а детям до 12 лет бесплатно. Беседки 6-местные 300 рублей, 10-местные 500, 24-местные 1000 рублей.
И домики, так, 5000 рублей. Да, в оплату домов входит завтрак, бесплатное посещение водопадов на 5 человек, парковка на территории базы и, короче, спортивные площадки. И VIP дома стоят 25 тысяч рублей. Вот так вот. Насчет сегодняшней нашей вылазки, какое у тебя впечатление? Впечатление, я бы сказал, прям наипрекраснейшие. Во-первых, я в этом году впервые выехал на природу. Мне понравилось. Хотя мы с тобой особо не планировали эту вылазку, Да. поездку, но тем не менее я доволен. В общих чертах хочу сказать, что туристически Не, давай продолжай, ничего страшного. Не могу вспомнить. Сати? Не, вспоминай. Давай тогда я чуть-чуть, короче, расскажу. Как и вы, некоторые из вас, в реале я никогда в жизни не видел водопад. Я думаю, что среди вас тоже будут такие, которые не видели в реале. Но когда видишь по телевизору, это совсем другое, да? Совершенно А когда верно. в реале, это вообще очень круто выглядит. Не, воочию это совсем другое. Абсолютно. Да. То есть это не передать словами. Да. Во-первых, для того, чтобы кому-то рассказывать насчет этих красот, нужно самому это все повидать, в первую очередь. Согласен. Смотрите. И вот даже дорога, которая ведет к этим водопадам, очень красивая. Вот открываются вот красивейшие пейзажи. И... ты вспомнил? Я даже забыл, что надо было вспомнить. На чем мы остановились? Ну ладно, это не важно. Главное, что мы остались довольны. Для меня, я тебя перебью, для меня, например, стало такой некой новостью, что помимо местных в этот комплекс приезжает очень много туристов из соседних республик. Да, я тоже это заметил. Очень много русскоязычных, соответственно, с Карачаево-Черкесии, я знаю, были с семьями, приехали люди, с Краснодарского края, со Ставропольского края. В этом плане, я бы сказал, некую популярность даже за пределами республики это место имеет. Да. Чему я, в принципе, очень даже рад. Ну, и вот на этой прекрасной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. И в следующий раз, иншаллах, мы, как и планировали, приедем сюда уже с другими целями. Ассаламу алейкум всем. До новых встреч.